Представьте мир, в котором книги объявлены вне закона. Мир, где пожарные не тушат огонь, а разжигают его. Их задача — искать и сжигать книги, потому что книги — это источник опасных идей. А идеи делают людей несчастными, точнее, выводят их из выдуманного спокойствия. Его зовут Гай Монтег. Он пожарный, верит в систему, верит, что выполняет важную миссию. Он поджигает слова, строчки, мысли до тех пор, пока не встречает ее. Клариса — молодая девушка с ясными глазами. Она задает простые, но неудобные вопросы. А вы счастливы? Когда вы в последний раз читали книгу? Precisely because it is forbidden. Why is it forbidden? Because it made people unhappy. Его жена Милдред живет в иллюзорном мире, где стены говорят с ней. Она не задает вопросов. Она смотрит, поглощает, слушает, живет по сценарию, написанному кем-то другим. Внутри Гая что-то просыпается. Он начинает читать украдкой. Слова, строчки, смыслы. Они пугают, но завораживают. Он начинает понимать, мир, в котором он живет, — фальшивка. Под яркой оберткой пустота. Его начальник, капитан Битти, знает, что Монтег начал сомневаться. Он говорит: книги мешают людям быть счастливыми. Книги заставляют чувствовать. А люди этого не хотят, им нужен покой. Но книги не сдаются. Одна женщина предпочитает сгореть вместе с ними. Это момент пробуждения. Монтег не может больше быть частью этой машины. Он сбегает. В лесу он встречает других. Тех, кто хранит книги в памяти. Они — живая библиотека. В их мире тишина, размышление и надежда. 451 градус по Фаренгейту — это температура, при которой горит бумага. Но настоящие пожары не снаружи, они внутри нас. Это история о пробуждении, о человеке, который осмелился думать, о том, что свобода начинается с вопроса: а что, если все, во что я верил, ложь? Книги — это не просто бумага, это дыхание человечества. И пока есть те, кто читает, кто помнит, кто говорит правду, надежда жива.